знаешь составляющие, благодаря которым ты можешь построить свое эффективное приглашение. Но мы решили еще облегчить твои действия. Мы предоставляем тебе скелет, благодаря которому ты сможешь более легко и более эффективно составить свое приглашение. Это 4 пункта. Первый пункт – это вопрос. Привет, это Женя. Узнал? В начале разговора обязательно нужно задавать этот вопрос, поскольку ты не знаешь, что сейчас происходит с телефоном человека, которому ты сейчас звонишь. Второй пункт – есть ли минутка времени? Этот вопрос тоже обязательно нужно задавать, чтобы узнать, удобно ли сейчас человеку выслушать твою информацию, удобно ли сейчас ему с тобой общаться. Третий пункт – это краткое приглашение, то есть само содержание приглашения, где присутствует интрига, срочность, для того, чтобы он получил вкратце информацию. Но само приглашение должно составлять не больше, чем 1-2 минуты. Четвертый пункт – это заключение приглашения. То есть как раз то место, где ты даешь человеку важность. Ты ему говоришь: Василий, подходи туда лучше заранее, без 5 или без 10, не подставляй меня перед другими людьми, либо в глазах других людей. Также, когда ты составляешь свое приглашение, ты можешь использовать 3 ключа, которые позволят тебе увеличить эффективность твоих приглашений. Первое – это чувство потери. То есть ты должен составить человеку такое состояние, чтобы он почувствовал, что он что-то теряет. К примеру: Василий, мне срочно нужен человек один, с которым я сейчас буду зарабатывать деньги. Либо это будешь ты, либо я сейчас позвоню Петру. Так Василий понимает одну простую вещь о том, что он сейчас теряет деньги. Второе – выбор без выбора. Это когда человек выбирает, да, мы даем ему возможность выбирать, но исключительно в наших рамках, которые выставляем мы. К примеру: Василий, тебе когда удобно подойти, в 2 или в 4? Соответственно, Василий чувствует себя комфортно, потому что он может выбирать. И третье – это доминирование. То есть, когда вы в звонке доминируете, ведете разговор. Если вы ставите паузы, соответственно, в эти паузы вы получаете вопрос. Так что чем меньше вы пауз ставите, чем больше вы ведете человека по своему приглашению, соответственно, тем эффективнее у вас все получается. Я желаю тебе удачи в составлении твоего приглашения.